Сделаем так. Что, уважаемые дамы и господа, мы презентуем проект, который называется «Не граждане идут», Alliance Coming. Презентует его организация Комитет за честность и справедливость. Мы сделаем презентацию в PowerPoint, и вы видите, что главным символом нашей кампании является борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг, который столкнулся с такой же ситуацией в Америке в середине 50-х годов и возглавил движение по борьбе негров за свои права. Символически в Латвии неграждане тоже являются неграми, и поэтому для нас этот символ вполне подходит. Значит, со мной, меня зовут Александр Гапоненко, я председатель Комитета за честность и справедливость. Со мной вместе в презентации участвуют члены правления комитета Елена Бачинска и Елизавета Кривцова. Да, полтишки два слова. Jā, labdien, cienījamie klātesošie! Mēs atklājām preskonferenci par nepilsoņu problēmas risināšanai veltītai akcijai Alliance are Coming, nepilsoņi nāk. Viņu mērķis ir atrisināt jau sen samilzušu problēmu par nepilsoņiem. Viņi jau ilgus gadus tika atstumti no politiskajiem procesiem. Jūs zināt, ka arī naturalizācijas tempi ir tik lēni, ka mēs varam teikt, ka tas nerisina problēmu. Un tad biedrībā par godīgumu un taisnīgumu. Un es, Elizabete Krivcova, cilvēktiesību aizstāvē, prezentē akciju, kuras mērķis ir aktivizēt nepilsoņus, lai viņi sāktu justies tā kā atbildīgi par savu valsti, par savu statusu, un tā kā balsot viņi nevar nekādas Latvijas vēlēšanas referendumos un citas procedūras, tad ko mēs viņiem piedāvājam, rakstīt vēstules uz Eiropu, par ko tagad Aleksandrs Gapoņenka, biedrības par godīgumu un taisnīgumu priekšsēdētājs, un Jelena Бачинска, biedrības valdes locekle, informēs sīkāk. Как переключается? У меня она не идет. Нажимается? Не нажимается. Не знаю, что здесь испортилось. Олег, переключи, пожалуйста, следующий кадр. На пробел наш, как это называется? На пробел, да. Значит, здесь представлено название нашего общества, и что мы являемся продолжателями кампании, которая была первым шагом протеста против системы дискриминации, которая сложилась в Латвии. Это была кампания по проведению референдума, представлению русскому языку статуса второго государственного. К сожалению, неграждане не имели возможности принять участие в этой кампании. Они были такого права лишены, хотя это их родной язык. И во всех странах мира люди имеют право представительства и защищать свой родной язык. Мы считаем, что референдум, который проходил с нашей помощью, был оглушительным успехом русской общины. Мы собрали почти 300 тысяч голосов. Это все правоспособные граждане Латвии. Теперь стал вопрос о том, что к движению протеста присоединятся и неграждане. Это 320 тысяч человек. Они не могут высказаться сейчас в нынешних условиях ни в поддержку своего родного языка, ни в поддержку, ни за получение других прав. Дальше, пожалуйста. По-латышски сказать? Потом? Ну и потом. Перескочи, Олег. Стрелочку назад. Эта проблема у нас возникла в октябре 1991 года, ей уже будет скоро 21 год. Мы считаем, что эта ситуация абсолютно схожа с тем, что было, например, в США в 50-е годы. Я, например, помню, как по телевизору показывали негров, которым не разрешали сидеть на одних скамейках вместе с белыми, им не разрешали учиться в одной школе, им не разрешали ездить в одних автобусах. Ситуация во многом схожая и в нашей стране. И точно такая же ситуация была в европейских странах до
49 до 61 колониях европейских стран. Скажем, в Индии жители Индии не имели права избирать своих представителей, они были по существу не гражданами. Латвия является заповедником, в которой единственная страна в Европе, в которой в аналогичной ситуации находится 312 тысяч человек. Мы сосредоточились на одной акции, на акции предоставления негражданам права голосовать на муниципальных выборах. Это наиболее вопиющая несправедливость, поскольку любой европеец, который здесь проживет полгода, имеет такого рода право. Латвийские жители, которые здесь прожили всю жизнь, как, например, я, такого права не имеют. Перейди, пожалуйста. Jā, tad arī latviski. Kā mēs teicam, tas akcijas mērķis ir mudināt Latvijas varas iestādes, Latvijas politiskus spēkus, atbalstīt nepilsoņu tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās. Nepilsoņi ilgus laikus dzīvo Latvijā, viņi noteikti ir integrēti, viņi noteikti prot arī latviešu valodu, par ko mums liecina aptaujas. Vienīgais politisku iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņu uzskatu dēļ vai baiļu no tā, ka viņi balsos nepareizi, viņi tiek atstumti no politiska procesa. Tas ir nepareizi. Tas ir nepareizi no cilvēktiesību viedokļa, tas ir nepareizi no taisnīguma viedokļa. Iepriekšējais, pat laban, nepilsoņi ir arī Latvijas-Krievu kopienas sastāvdaļa. Iepriekšējais Latvijas-Krievu pasākums bija balsošana valodas referendumā. Kā jūs zināt, tas bija protesta balsojums. Neviens necerēja neko mainīt un arī negribēja mainīt, bet gribēja parādīt tas, ka Krievu valodā nevar būt svešu valodā. Tāpat arī šeit nepilsoņi nevarēja tur piedalīties, bet viņiem ir jādod iespēja rādīt savu viedokli un kā rezultātu nonākt pie cieņpilna un vienlīdzīga dialoga Latvijas iedzīvotāju starpā un dažādu iedzīvotāju grupu starpā. Мы проводим нашу презентацию в преддверии праздника, годовщины провозглашения независимости Латвии. И мы обращаем ваше внимание на то, что вот эта статья приведена, это декларация о независимости номер 8, в которой было обещано, что все права и свободы бывших граждан СССР будут распространены на них без всякого исключения. Значит, это еще раз напоминает о том, что поступили нечестно и несправедливо. Тогда 736 тысяч человек, сейчас часть из них уже умерла, часть натурализовалась, но осталось такое большое количество людей, которые не имеют права голоса вообще и права голосовать на муниципальных выборах. Такого рода положение, отношение такого рода к негражданам делает нынешнюю правящую элиту нелегитимной. Она поступила несправедливо. Для русских самое важное поступать по справедливости. И поступила нечестно. Мы не признаем ее право решать нашу судьбу, и поэтому приняли решение самостоятельно бороться за свои права. Переключи, пожалуйста. Значит, в отличие от всех других акций, в этой акции участвуют прежде всего сами неграждане, которые демонстрируют свое желание получить право голосовать на муниципальных выборах. Они не просят права гражданства. Они считают, что это право у них было незаконно отнято, и теперь они хотят получить право голосовать на муниципальных выборах. Поскольку в Латвии этот вопрос не решается, лишение прав гражданства было принято не в Латвии, за ее пределами, и решение об представлении гражданства, решение о представлении права голосовать на муниципальных выборах тоже будет принято за пределами Латвии. Прежде всего это Брюссель, но это точно так же Америка. Вы знаете, что недавно новый посол США в Америке заявил, что он всячески будет поддерживать и оказывать давление на латышскую правящую элиту в решении вопроса неграждан, предоставлением права голосовать на муниципальных выборах. Мы считаем, что это наш союзник в данной кампании, и мы будем координировать с ним наши действия. Tā, tad nepilsoņu jautājums, viņš tika rādīts no ārzemēm, tā skaitā arī varbūt no trimdas latviešu nepareiza
viedokļa par to, kas šeit ir izveidojies padomju laikos, un kā nepilsoņi, un to laiku vēl pilsoņi, gan atbalstīja latviešu valodu, gan balsoja par neatkarību, citi varbūt ne, bet viņi pilnībā integrējušies Latvijā, un, lai atgrieztu nepilsoņus Latvijā, viņiem pašiem tagad kaut kas jādara, viņiem ir jāaiziet uz Eiropu, tāpat un uz Ameriku, tur, kur šis kuras aug tas lēmums atņemt viņiem tiesības, lai šis tiesības dabūtu atpakaļ. Mēs arī atsaucamies uz Latvijas neatkarības deklarāciju, kur bija pateikts, ka visiem būs vienādas tiesības. Un Krievu kultūrā, Krievu cilvēkiem ir svarīgi, lai lēmumi ir taisnīgumi. Tā ir viena no vērtībām darboties taisnīgi. Šeit bija netaisnīga rīcība, un tā ir jālabo. Un tieši pašiem nepilsoņiem jāpasaka, ka viņi grib, ka viņi vēlēs mainīt, ka viņi grib piebiedroties tam aktivitātam, tam pārmaiņām, kas ir sākušās Latvijas sabiedrībā. Мы предусматриваем 4 этапа в проведении этой акции. Прежде всего, это отправка писем от неграждан в различные европейские институции с требованием предоставить право голосовать, оказать воздействие на латвийскую правящую элиту. Второй этап – это кампания поддержки требований неграждан по всей Европе, в том числе и граждан Латвии. Мы надеемся, что в этой кампании будут участвовать как русские, так и латыши, поскольку не может человек быть свободен, если угнетаются в его стране другие люди. Третий этап – это неграждане будут избирать парламент непредставленных. Если мы не получаем такого рода права голосовать на муниципальных выборах, мы избираем свои собственные органы власти и наделяем их легитимностью, потому что мы считаем, что мы обладаем такого рода правом. На 4-м этапе парламент непредставленных решает вопрос об участии в муниципальных выборах и вопрос о массовом безгражданстве. Да, пожалуйста. Jā, tad akcijai ir 4 posmi. Pirmajā posmā ir jāsūta, nepilsoņiem ir jāsūta vēstules Eiropas un cilvēktiesību organizācijām, kuriem viņiem jāpasaka, ka viņi vēlās pārmaiņas un ka viņi vēlās būt par aktīviem pilsoņiem, tad vārda plašākajā nozīmē, un piedalīties municipālajās vēlēšanās. Otrajā posmā mēs meklēsim atbalstu arī Eiropā šim pasākumam, jo tas nav normāli, ka Eiropā ir tāda persona kategorija, kāda ir bijusi kolonialisma laikā. Cilvēki, kas dzīvo, kas maksā nodokļus, kas ir pilnvērtīgi cilvēki, bet kuriem nav politisku tiesību. Trešajā posmā tā spiediena palielināšanai, ja netiks uzsāktas diskusijas un dialogs, kā reāli integrēt nepilsoņus Latvijas dzīvē, tiks vēlēts nepārstāvētu parlaments, respektīvi nepilsoņu pārstāvības organizācija, lai šo dialogu uzsākt jau uz tādiem leģitīmiem pamatiem. Un 4. posmā šīs nepārstāvētu parlaments tad sāktu aktīvi darboties, lai atrisinātu problēmu par nepilsoņu balsošanu pašvaldību vēlēšanas, kā arī paša nepilsoņa institūta izveikšanu Latvijā un demokrātijas uzvaru mūsu valstī. Несколько слов о том, какие Латвия нарушает рекомендации международных институций, скажет наш юрист, который поддерживает акцию, Елена Бачинska. Jā, šajā sakarā es gribētu papildināt Elizabeti, ka visiem ir zināms no 2003. Gada jau bija daudz starptautisku organizāciju rekomendācijas un ieteikumi, lai nepilsoņiem piešķirtu balsošanas tiesības pašvaldību vēlēšanās. Un šajā sakarā var šito akciju nosaukt par to, ka ar nepilsoņu spiedienu un nepilsoņu vēlmi tiktu aicināts Latvijas valdībai izpildīt starptautisku organizāciju rekomendācijas. Vēl gribētu pievērst uzmanību, ka izteicienam, ko
teicis tāds Amerikas Benjamins Franklins, ja, ka es jums крieviski pateikšu, ka налогообложение без представительства есть самая жестокая форма диктатуры. Un sakarā ar to, ka nepilsoņiem liekta iespējā piedalīties un strādāt par ierēdni Latvijā, viņi strādā pārsvarā privātajā sektorā un sistematiski maksā nodokļus. Es uzskatu par nepieciešamu piešķirt nepilsoņiem tiesības ievēlēt pašvaldības. Мы предлагаем такой инструмент. Участие в этой акции для неграждан – это наш портал, на котором размещен текст письма на английском языке в различные европейские институции и на русском языке. С этого портала можно отправлять письма. Мы надеемся получить десятки тысяч писем от неграждан. Для этого будет создана целая сеть поддержки этой акции. Возможно, самостоятельная отправка писем по образцу и по адресам, которые мы предлагаем, и не только в электронном виде, но и в виде писем, в виде телеграмм, в виде факсов. Следующий, пожалуйста. Вот это содержание письма, но вы найдете его на портале. Я не буду его пересказывать. Здесь обращение к руководителям европейских институций, обратить внимание на ситуацию в Латвии и, наконец-то, помочь решить эту проблему. Пожалуйста. Jā, tad kā instruments vēstuļu nosūtīšanai ir izveidota mājaslapā, kur var nosūtīt vēstules automātiskajā režīmā, kur var viņus izdrukāt, var viņus labot, var sūtīt pa faksu, pa mailu, visos iespējamos veidos, kā cilvēkiem ērtāk, ko viņi grib pateikt. Tagad uz ekrāna jūs redzat to tekstu, ko piedāvā biedrība, un kur ir atzīts, ka nepilsoņi ir šī Latvijas sastāvdaļa, ka viņi pieder pie mazākumtautībām, un ka šī problēma pastāv, un viņi grib to atrisināt, un lūdz Eiropas atbalstu šajā lietā, atbalstu dialoga ar Latvijas politisko eliti. Vēl gribētu atzīmēt, ka mūsu mājaslapā ir pieejama vēstule 3 valodas – krievu, angļu un latviešu valodā arī. Значит, здесь не вышел, наверное, да, логотип. Ну, логотип здесь представлен у вас на доске. Это логотип акции. Он символизирует движение неграждан. Им надоело стоять. У них нет права голосовать. Вот это граждане стоят с поднятой рукой. Неграждане не имеют права. Мы уходим от граждан. Если вы не хотите нас, мы от вас уйдем. Сначала мы пойдем в Европу, потом мы будем искать правду за пределами Латвии. Но мы надеемся, что все же нас услышит латвийское общество и поймет те проблемы, которые у нас стоят, поймут то, что нас жестоко обидели. Мы не таим этой обиды, но мы хотим решить эту проблему. 21 год, согласитесь, это слишком много для того, чтобы относиться к нам как к людям второго сорта, как к неграм, делать для нас отдельные скамейки, делать для нас отдельные автобусы, исключать нас из общественной жизни. Tad šeit jūs redzat akcijas logo, kas simbolizē, ka nepilsoņi nav, ir pilsoņi, kuri var balsot, bet tā kā nepilsoņi šajā procesā nevar piedalīties, viņi nevar iekšā ar pastāvošiem mehanismiem izteikt savas domas un piedalīties politiskajā dzīvē, viņi iet projām, viņi iet uz Eiropu, bet viņi atgriezīsies, lai risinātu problēmu šeit. В заключение мы хотим через прессу призвать всех тех, кто заинтересован в проведении этой акции. Нам необходима массовая поддержка. У нас есть сейчас круг активистов, но это должно быть широкое движение. Я надеюсь, что это будет движение общее русских и латышей. Наша конечная цель – построить латвийскую Латвию, в отличие от проекта латышской Латвии, который предлагает нынешняя правящая элита. Мы хотим, чтобы в стране была единая нация, в которой на равных правах живут и русские, и латыши, и латгальцы. Мы движемся в этом направлении, и наша акция – один из элементов этой борьбы.
Jā, un tad nobeigumā arī latviski. Akcijas mērķis ir veidot Latvijas politisko kopienu, veidot Latviju uz demokratisku, un kur dažādas tautības var sadzīvot kopā. Un ticiet man, ka nepilsoņi, ka Latvijas krievi tikpat mīl un būs gatavi aizsargāt latviešu valodu un Latvijas neatkarību kā latvieši. Tikai viņiem jādod tiesības to darīt, viņiem ir jādod balsošanas tiesības. Пожалуйста, вопросы, лūdzu, jautājumi. Pastāstiet, lūdzu, par to ieceru vēlēt pašiem savu parlamentu, kā jūs padarīsiet leģitīvu? Я sapratu. Es jums atbildēšu krievu valodā, un Elizabeta man palīdzēt, labi? Значит, это будет голосование в электронном виде всех неграждан с идентификацией, избранием. Мы приблизительно считаем, что это 30 человек, которые на постоянной основе будут представлять интересы неграждан, вести переговоры с нынешним руководством страны, с международными институциями. Детали проекта я не хотел бы рассказывать, поскольку нашей демократической и законной деятельности постоянно препятствуют и пытаются помешать. Но это будет законная акция, это будет правовая акция, это будет массовое общественное движение. Nepilsoņu nepārstāvēt parlamentu tiks ievēlēts elektroniski, personam identificējoties speciālajā mājaslapā, bet detaļas tiks izklāstītas vēlāk, kad nonāks laiks šim posmam. Vēl jautājumi? Nu, kad nav jautājums, tad viss. Paldies par uzmanību. Paldies. Gaidīsim jūs nākošo reizi. Jā, viss, paldies. Вы сказали, какие-то есть сроки? Точно.